Добрый день! Приветствую вас, друзья, уважаемые зрители, подписчики канала. Рад всех приветствовать, приветствую вас, каждого персонально. Прошу тех, кто еще не подписан, найти для себя возможность и подписаться. А еще лучше будет, если вы поставите лайк и оставите комментарий. Я буду очень признателен. Вот, мы находимся на берегу Грозненского моря. В народе его так называют. По сути, это Грозненское водохранилище, которое было здесь сооружено в 1961 году. Мой папа рассказывал, ему в 1961 году было 12 лет, и он рассказывал, что здесь протекала река Гайтинка, она и сейчас является главным источником питания этого водохранилища. Но тогда это просто было русло реки, и они сюда приходили, вообще грозненская детвора, из близ находящихся мест, расположенных мест, они приходили, здесь плескались в воде, загорали. И он, отец, рассказывал, говорит, в один день мы загорали, говорит, поплескались в воде, и, говорит, загорали, и слышим разрывы. Говорит, разрывы мы слышим совсем рядом. И говорит, мы очень испугались. Потом начали смотреть, что происходит. И рядом проходили взрослые люди, и они сказали: не бойтесь, ребятки, это здесь будут строить водохранилище, поэтому идут работы. Вот. И вот это и было, собственно, началом строительства сооружения вот данного водохранилища. На той стороне, это западная набережная Черноречского водохранилища, находится, собственно, поселок Черноречье, а здесь, где я стою, это восточный берег Черноречского водохранилища. Здесь, с этой стороны, находится поселок Алды. Но, в принципе, до возникновения еще вот этого водохранилища, в принципе, все это издревле у чеченцев называлось Буган-Юрт, Совье село. Здесь и сейчас вот южная сторона, вот, где находится водохранилище, где примыкает западная сопка Суркорт, там есть леса. Тут я что хочу сказать, были густые леса, и в этих лесах были совы. И вот когда-то сотни лет, когда закладывалось это село Буган-Юрт, люди решили так его назвать, потому что в лесах было очень много сов. Но когда уже было построено водохранилище, уже, так сказать, урбанизация, возведение городской инфраструктуры и так далее, уже автоматически вот единое селение Буган-Юрт, оно было разделено. Ну, условно разделено, так скажем. Так, в истории чеченцев все историки знают, что это имеет единый топоним, это Буган-Юрт. От слова бух, сова, боха. Я так слышал. Или буха, или боха. Вот. Ну, это филологи, если что, чеченские филологи точно они подскажут, какое там звучание. Вот такие вот дела. Площадь водохранилища не маленькая площадь.
в длину где-то около 2 километров, не менее, в ширину около километра. Я думаю, в длину даже будет более 2 километров. Это километра 3, наверное, будет. Вот. На противоположной стороне мы видим прекрасный отель. Прекрасный отель. Мне очень нравится этот отель. Мне нравится инфраструктура этого отеля, прилегающие места. Для меня это самое красивое место, этот отель. Вообще, как именно за счет вот того, что находится и в городской черте, и в то же время в таком заповедном месте. И название очень интересное, очень такое само за себя говорит. Название Тиналла, что переводится с чеченского спокойствие, гармония, вот так скажем. Ладно, друзья, ставьте лайки, делайте подписки. Всем всего хорошего. Завершаю свой репортаж, видео. До новых встреч!